я думаю, что это необходимо проводить такие турниры, потому что на самом деле у нас в стране растет женский хоккей, и девчонки доказали на Олимпиаде, то, что они на самом деле они могут показать себя и сказать свое «я». Вырвали бронзу, выиграли. То есть и вот эти девчонки, подрастающее поколение, мне кажется, это следующая ступень. И вот от таких турниров очень много зависит от нашей национальной сборной и олимпийской сборной. Какие у вас большие впечатления от женского хоккея? В хоккей играть не только настоящие мужчины выходят. Ну, это понятно, то, что это далеко не женский спорт, и далеко много спортов, где женщины не должны быть включены, но тем не менее, надо сказать, что наши девчонки, они в огонь и в воду и далеко пойдут, но тем не менее, на самом деле, это характер женский, это и мужской, и российский характер, довольно-таки это приемлем нашей стране, и они доказали это, и мне кажется, такие турниры, они необходимы для нашей страны. Основываясь на вашем богатом хоккейном опыте, какой вы могли бы дать им совет молодым девушкам, которые здесь играют? Совет я не должен давать. У них есть тренерский штаб, у них есть свои тренеры, и они должны им давать совет и наталкивать, показать путь. Но то, что вот показал этот турнир, довольно-таки они идут на правильном пути. Вы, наверное, с женским хоккеем познакомились, когда играли в Северной Америке, потому что он там все-таки развит. Очень развит, да. Америка, Канада, они довольно-таки развит, да, там маленько другой уровень, но не умаляя достоинства наших девчонок, они растут туда, они стремятся туда, и слава богу, они довольно-таки удачно выступили на Олимпийских играх, и, то есть мы будем все равно претендентами на награду. Сейчас, награждая юных хоккеисток, может быть, вспомнили самого себя в таком возрасте, когда еще занимались хоккеем в Краснокамске, в родном городе? Есть маленькие вспышки, конечно, это было практически как вчера. Да, время летит, но тем не менее, да, это все вспоминается, и вот эти праздники, когда выигрывается турнир, выигрывается спартакиада, выигрываются региональные турниры. Вот. Конечно, все приятно, как девчонки сейчас радуются. У нас в этом же возрасте были такие же впечатления. На ваш взгляд, есть разница в плане эмоций между профессиональным спортом и вот непрофессиональным? Может быть, эмоциональнее все-таки здесь? Есть большая разница, потому что вот в данный момент это любительский вид спорта. Девчонки сейчас чисто любительском, они радуются, да. Профессиональным это маленько по-другому, на самом деле. Это по профессиональному ты относишься к этому. Вот. Уже радость другая, ты достиг чего-то. Здесь то же самое. Ну, девчонки, конечно, достигли определенного уровня, они выиграли турнир, кто-то второе, кто-то третье место, да. Но самое главное, вот они участвуют. В профессиональном виде спорта это намного серьезнее, намного ответственнее, намного reliable, как сказать, вот, и там маленько другие эмоции, там другая маленькая атмосфера. Девчонки, еще раз я сказал то, что скажу, повторюсь, это, конечно, это далеко не женский вид спорта, но зная нашу страну, зная наших девчонок, наших женщин, то есть они намного готовы, и этот вид спорта внедряется, и девчонки участвуют, играют, это большой плюс. Для них, для страны это здоровый образ жизни, то есть это большой плюс.